Значит так, Путин никогда в жизни не работал в разведке, я это с самого начала сказал. Он всегда работал в Ленинградском управлении, и обычно для стран Восточной Европы и ГДР, в частности, туда направляли на работу сотрудников из внутреннего аппарата, потому что разведка должна работать за пределами Советского блока. Вот Путин попал, значит, на работу, значит, в Дрезден, и там пробовал 5 лет. Когда он вернулся, его не взяли обратно на работу. Ну, тут разные есть версии, почему не взяли на работу. И вот тогда-то он, приобретя машину в ГДР на деньги скопленные, он работал в качестве таксиста в Ленинграде. А потом попал в поле зрения Собчака, который искал какую-то связь с КГБ. Он мне сам говорил: Олег, помоги мне найти. А потом нашел своего ученика, взял его в программу, называлась «Нефть», муниципальный свой, значит, аппарат, называлась программа «Нефть на продовольствие». И Путин, кстати, прекрасно организовал вот эту схему продажи нефти по дешевке и получения продовольствия для Ленинграда и прилегающих областей, которые позволили ослабить вот этот набор, значит, продовольствия. Да, и вот его тогда заметил такой Бородин, который был управ делами при Брежневе, то есть, извиняюсь, при Ельцине управ делами, значит, правительства. И он обратил на него внимание и сказал: слушай, вот молодец, этот парень хорошо работает, сумел в Ленинграде развить обстановку. И тогда его пригласили в Москву, он стал зампредседателя управления делами, значит, правительства по вопросам российской собственности за границей. Это вот следующее. А потом, вот тут случилось интересное. Значит, ну раз уж начали говорить, у Ельцина семья была замешана в коррупции. Ну, тогда это было мелочь семейные. И прокуратура российская занялась расследованием, она себя чувствовала независимой. И Ельцин был в ярости. Он приказал тогда председателю российской вот ФСБ, ну вот уже новое КГБ, значит, принять какие-то меры. Он сказал: я ничего не могу сделать, прокуратуру я не назначаю. Найдите способ убрать этого прокурора. Тот сказал: я не могу. Потом был следующий, Степашин, ему сказали. Степашин сказал: нет, я не знаю, как это делать, я не могу. И тогда ему подсказали: вот возьмите Путина из управления делами. Он же бывший ФСБшник. И когда Путину сказали: что же нам сделать с прокурором, он говорил: нет проблем. Через 2 недели после указания Ельцина прокурора пригласили на квартиру, снятую в Москве КГБ, ФСБ, и там, зная его интересы, его засняли на видеопленку с 2 девочками в ванной комнате, развлекающимися, а через неделю показали видеозапись по центральному телевидению прокурора с девочками. И тут российский парламент сказал: да что такое? Убрать прокурора немедленно. И вот на этом Путин как раз и сыграл. И Ельцин сказал: вот этому парню я верю. Это он сказал, значит, до того как. А вот что Ельцин сказал за 2 месяца до смерти. Когда спросили Ельцина: вот вы, оглядываясь назад на вашу карьеру в политике, там, государственном деле, какие вы считаете самые ваши были такие, ну, самые крупные ошибки? Он сказал: война в Чечне и избрание и моего преемника. Вот, преемника. Ну, 2 месяца спустя Ельцин умер, но для того, что его просто умер, он так же делал случай. Но он сказал публично, это, кстати, записано. Вот так, я не знаю, ответил я полностью на ваш вопрос, но... Обычно Путина тоже засняли с мальчиками. Ну, это я знаю, но, знаете, я не стал об этом говорить, потому что это Литвиненко. Ну, есть. Ну, правильно, все есть. У меня есть документы Литвиненко. И, кстати, 2 статьи, распространенные Литвиненко через интернет, по сути, обеспечили ему преждевременную смерть. Первая называлась «Кремлевский Чикатило». Вы помните, такой был массовый убийца Чикатило? Так вот, речь шла о Путине, как руководителе страны, который организовал вот эту расправу с чеченским народом, и поэтому вот его так обозывают Чикатило, в смысле убийца массового. А вторая статья, совершенно верно, была
о том, что Путин, в общем, имеет определенные сексуальные интересы, выходящие за рамки общепринятых, так скажем так. Ну и вот эта статья была, по-моему, его последняя, через несколько месяцев его не стало. Но я могу сказать еще. Артем Боровик, которого вы знаете, папа его Генрих до сих пор живет, бывший редактор «Огонька», замечательный мужик, мой друг в прошлом. А Артем Боровик был его сын, тоже интересный, очень такой творчески одаренный парень. Совершенно секретно. А? Совершенно секретно. Да, совершенно секретно. Это и версия, потом еще был журнал, это одно из ответвлений от совершенно секретно. Так вот, значит, Боровик где-то за полгода приблизительно до своей смерти написал большую статью с фотографиями как раз о прокуроре генеральном, когда российском. И о том, как он с девочками развлекается, там фотография прокурора, и сказал, а в следующем номере мы расскажем о директоре ФСБ Путине. А потом он полетел в частном самолете, Артем Боровик. И самолет, поднявшись на высоту 100 метров, вдруг упал, разбился, и Артема не стало. Может быть, совпадение, мы не знаем.